Дорогие подписчики, я хотела почитать вам это аят из Коран, аят 13, сура Корова и перевод. Передо мной Коран стоит и перевод. Это аят 13, сура Корова. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم. Перевод вот такой. Это когда им говорят, да, когда это ваида это когда, киля это говорят, им это тоже, это киля говорят лахум, ва это как это и, ида когда, да, когда киля это говорят, лахум это им, а, что им говорят, Аллах Субхану уверуйте, уверуйте, как уверовали люди. Вот это кама амана насу, это переводится уверуйте, как уверовали люди. А в ответ они что не говорят? В ответ они говорят, они отвечают, неужели мы уверуем так, как уверовали глупцы? Они считают это, которые верующие, они глупцы. Даже вот мне в комментарии же кто-то писал, что дьявол. Вот так. Даже они, как это, когда наш пророк, Муса, он хотел приехать на Умру в Мекке, да, они собирали все это, вот это, как это, мушрики Макка, да, ну, идол поклоняющий. Давай это сделаем так, это будем как это издеваться на пророка, будем как это упрекать его, что он поет. А арабы сказали, он же это нигде не учил, он не поет. Давай будем называть его псих. Говорят, он нормально разговаривает, он же как это не похож на псих. Давай будем называть его колдун, колдует нас, он не верит это свои предки, он как это не следует за своей это верой, которой его предки это веровали. Он колдует нас и вызывает это нас к новой религии, да? Это арабы сказали, нет, он не колдун, он это не колдует, ничего мы не заметили, что он колдует. Также вот здесь в аяте говорят, что а что мы, это, неужели мы будем уверовать так, как уверили глупцы? Они считают это, которые уверили, это сподвижники же были уверили, да? Это табиин, которые это вот мы это верим, это Аллах. Якобы мы как глупцы это перед тех, которые не веруют. А воистину это именно они являются глупцами, а здесь вот далее аят говорит, это, да, воистину они сами глупцы. Вот, воистину именно они являются глупцами, но они не знают. Они не знают. Это вот далее это объясняет это аят. Это вот то есть их совершенно это невежеству, да, отношение, то, что они не знают своего состояния, заблуждения и невежества, что уже для них эта причина, и по этой причине они более это слепи и делают от верного и делают от слепи и до далеко, извиняюсь, и они более слепи и далеко от верного руководства. Вот это объясняет это аят, что они сами это глупцы, сами слепи, сами далеко от этого верного руководства, а им это не нравится, кто-то это говорит, это истинный это путь, или говорит это правду, или как это объясняет истинный путь. Истинный путь, что это такое истинный путь? Истинный путь не грешит, не воровать, не это прелюбодеять, да, это не приближаться к прелюбодеянию, не пить спиртные, не курить. Даже это здравоохранение, Министерство здравоохранения России же это предупреждает свои народы, что, пожалуйста, это уменьшайте свои алкогольные это опьянения, да.
это уменьшайте свои курение, это, потому что первое место займет это в России, это заболевание сердечно-сосудистой системы. Первое место. Это что влияет на это болезни? Это курение и это спиртные. А наша религия запрещает это и курение, и спиртные. Это же мы как сохраняем свое здоровье, правильно? Здоровье– это тело, здоровье мысли. Когда человек это ничем не болен, всегда это мысли здорово, это мыслит это правильно. А вот Коран сообщит нам это, что это они что говорят, что они считают. Представьте себе, что наш Коран отвечает на все наши ответы. В Коране все есть, до одного есть у нас. Вот один аят столько объяснений. Я еще просто вам это перевод это объяснила. А вот что толкование, еще каждое это слово толковать, знаете, сколько времени займет? Просто перевод это переводила вам, что это аят сообщит о том, что надо веровать Аллаха. Не надо сказать, что кто такая? Я кто такая? Я, которая Аллах дал мне знание. Никто мне не заставил, никто мне не уговорил, не убедил. Мой папа не умел читать Коран. Мои папы, его предки, никто это, даже 4-5 поколения знаю, они не были как это соблюдающие ислам, они как это не читали, они были богатыми, золотыми, это как это торговлей занимались. А моя мама, ее это с мамой стороны, да, 3-4 поколения, они были как это, мои дедушки от мамы стороны были религиозные. А меня никто это не сказал, ни папа, ни мама. Мой папа это не читал Коран, он не умел читать Коран. Просто намаз читал, а мама после пенсии, она читала Коран, но без таджвид, без приличный Коран. А я сама это хотела Аллах, а Аллах меня на истину, как это повел. У Корана же есть, это Аллах, кто настаивает на истине путь, он облегчает это человеком, как это учить и идти по этому путь. Еще другой аят Аллах сообщит, что Аллах из каждого народа выбирает одного человека, отправляет для получения знаний, потом вернуть к своему народу, что своим языком объяснил. Я своим языком же объясняю это своим родным языком, и русский язык у нас в советское времена был как государственный язык, правильно? Как это у меня для меня оба языки родные, и русский, и таджикский. Поэтому я оба свои родные языки объясняю своего народа, русского народа и таджикского народа. Таджикский народ, мой народ, и русский народ тоже это мой народ. Как моя однокурсница на втором курсе, она сказала мне: "Фируза, ты русская? Ты не говоришь, что ты другой народ, ты русская". Я сказала: "Хорошо". Поэтому русский язык и таджикский язык, оба они мои родные языки. Я на оба родные языки объясняю вам насчет религии, истинный путь и правду. Только правду я говорю. Спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайк, подписаться и поделиться. Благодарю еще раз.